Религия ислам, религия истины. Сколько раз безбожники, невежды стремились противостоять этой религии. Сотни лет ни у кого не получилось. Наоборот, немало ученых, известных людей приняли ислам. Сколько историй, которые рассказывают сами люди, говоря: «Я хотел разоблачить ислам, но в итоге пришел к тому, что это истинная религия». Толпы людей по всему миру принимают ислам, и огромное количество видеоматериалов в YouTube свидетельствует об этом. И всего лишь малый процент выходит из нее. И нам жаль, как истинно верующим, что есть такие люди, которые оставили свет и последовали за тьмой. Не первый раз невежды работают против ислама. И сегодня появившиеся некоторые объекты не привнесли ничего нового. Одни и те же обвинения. Так как один из них является с нашего народа, мы, нохчи, объясняем и просвещаем людей, которых он вводит в заблуждение. Не хочется, чтобы Пармат и его последователи остались во тьме. Ведь мы мусульмане, и мы не любим неверие. Мы хотим, чтобы люди стали на истинный путь. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, альхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаляму аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам и милость Аллаха, уважаемые наши братья и сестры. Альхамдулиллах, по милости Аллаха, мы снова встретились в подкасте, уже вторая часть с уважаемым Шамилем. И, иншаллах, сегодня также будем разъяснять некоторые вопросы. Так как была огромная обратная связь, были люди, которые говорили слова благодарности, поэтому мы решили не останавливаться по требованиям Шамиля. Опять же, людей, Хумар Шауль Шамиль, да, Дикон Сбиркам Бойл, я рад тебя приветствовать в нашей студии. Амин, ва алейкум ассалам, да, Илмар Шахилдал, Мы хотим обратиться в начале уже нашего подкаста к нашим уважаемым братьям и сестрам, к нашему народу, да и всем мусульманам, чтобы люди знали, что это зло понемногу распространялось и распространяется, так как это уже не один человек, это группа, системно работавшая против нашей религии, против нашего народа, говорящие о Нохчалла и именно делающие акцент на это. То есть, стремясь убрать вековые истории на религии, которые были основаны, стремясь убрать нашу религию и тем самым сказать, что если вы уберете религию, то это Нохчалла. Поэтому, братья и сестры, чтобы вы знали, что это уже распространилось насчет того, что это как целая команда, которая работает против нас. Шамиль, прежде чем начать, уже я хочу вывести очередную его ложь наружу, показать людям, продемонстрировать, как он говорит, что он не атеист, да, он обиделся, когда мы его назвали атеистом, и некоторые его последователи тоже говорили, он не атеист и так далее. Хотя, Шамиль, мы с тобой знаем, что есть несколько видов атеизма. Так вот, он говорит, что он деист. Внимание на экран, хотим вам показать, как он это говорит. Называя меня атеистом, хотя я 1 567 раз сказал, что я деист, а не атеист. Шамиль, для того, чтобы разъяснить людям, что такое деизм, который, как якобы по словам, да, Пармата он придерживается, деизм это, они считают, что Бог един. Но их проблема в том, что они считают, что Бог создал землю, мир и оставил без присмотра. Пророков не посылал, да, и сказал, как будто сказал, живите как хотите, без моего присмотра. Так вот, я хочу вывести, опять же, показать, как лжет этот человек. В одном из диспутов давайте послушаем, как он отвечает на вопрос, так ты единобожник или нет. Дэл цаук цунахтиешиха. Цан дэл, цан Аллах. Линдук дуния стиглани шо дуния шад долхом цан мухаку линдук цунахтиеш мауи. Сон цаха эца уи вати мялуи. Язычника со традиционном плане. وين خوشتك تخوشتك شا دولها هم قلن ويجوق صديل صع خويلي زود خويلي تك خويلي يوبشي قد محتريو خويلي مخ خويلي اشتيسي چمي خويلي تقع مليون خويلي اشتقع. Да что ты, черт побери, такое несешь? مخ خويلي اشتيسي چمي خويلي تقع مليون خويلي اشتقع. Шамиль, как мы уже слышим, этот человек говорит, что он деист, то есть верует, он говорит, что верует в делу, но не верует в Аллаха. Но когда ему задают вопрос, ты веришь в единобожие, да, то есть единобожник, он говорит, что да, я верю, но мне не интересно, сколько их, 1, 2, 3, это абсурд. Никогда в жизни единобожник не скажет, что он верует в единого Бога, и потом добавляет, ну мне не интересно, сколько их.
Понимаешь? Единобожник, он единобожник. Он скажет, что есть только один Бог. Нету вторых, третьих, четвертых. Этот человек болен. Поэтому последователи Пармата, вот один вот этот даже довод, который мы сейчас привели, да, его абсурда. Как можно этому человеку верить, когда он говорит, что он единобожник, но плюс еще добавляет, я не знаю, и мне даже не интересно, сколько их, 1, 2, 3 и так далее. Вот понятие деизма, понятие атеизма. Вот человек же обижается, его последователи обижаются, почему вы называете атеистом и так далее. И некоторые даже наши братья не поняли. Пожалуйста, разъясни этот момент, в чем разница и вот вообще виды атеизма и так далее. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. На самом деле у таких людей все перемешалось в голове, и человек уже не может определиться. На самом деле, почему так происходит? Потому что он не ищет истину. Человек, который ищет истину и действительно по-честному хочет понять смысл жизни, мудрость его появления, мудрость его существования, смысл ухода из жизни. Если он искал бы, Аллах его наставил бы. Но он в одном видео, как ты говоришь, говорит, что он деист. В другом месте он может сказать, что он атеист. В другом месте он может сказать, что он язычник или монотеист. Это игра слов. На самом деле эти понятия, их нужно понимать, осознавать. Мы должны понимать одну вещь. Есть истина, это единобожие. Есть единый Бог, и мы в наших подкастах и после этого будем говорить о них с доказательствами. Из Корана, Сунны, логические доказательства, что есть один единственный Бог, что Он существует. Доказательства приведем 100%. Прям 100%, как мы говорили, аксиомой. Аксиома – это то неопровержимая истина, которая немного, даже не требует много размышлений. Это мы все приведем. Но он в одном месте говорит, что он деист, как ты объяснил. Деизм – это то, что якобы Бог создал Вселенную, оставил ее на самотек и оставил ее без религии, без посланников, без пророков, как бы делайте, что хотите. Сегодня есть такое понятие, можно разделить на два вида. Это вера и неверие. Все. Это понятие неверия, куфар по-арабски, оно подразделяется на ширк, язычество, то есть когда человек считает, что есть два и более богов. Есть та'тиль, это атеизм, он тоже подразделяется на безбожие, или подразделяется, вообще в принципе человек говорит, что нет Бога. Или он, например, неправильно понимает веру в Бога. Это тоже считается безбожием. Есть понятие такзиб, например. Такзиб – это, например, отрицание закона Всевышнего, например, то, что Аллах запретил, отрицать это и тому подобное. Поэтому есть вера, есть неверие. И все, что он перечисляет, язычество это, деизм ли это, или тому подобное, это все подразумевается, идет под одну категорию, это неверие. То есть почему? Потому что он в своих видео, мы видим, то он признает, якобы есть Бог, потом отрицает его могущество. Потом отрицает его предопределение. Даже если он говорит, что оставил на самотек, но создать такую вселенную тоже должно быть могущество, то, как ты сказал, он не ответил на основные вопросы. Это уже указывает на поражение человека, что человек и не знает ответа. И сказать, что я не буду комментировать, это означает, что нет ответа. Поэтому мы призываем слушателей, чтобы они внимательно сейчас включили свой разум, направили свое мышление и правильно, аналитически, рационально рассуждали и правильно делали анализ, разбор его видео и нашего подкаста. Шамиль, очень правильное твое высказывание, то есть направление в том, чтобы люди внимательно сейчас включили свой разум, отстранились от каких-нибудь сомнений и чисто начали уже разумно слушать наши доводы и наши объяснения. Да. Шамиль, наша религия, ислам, она испокон веков идет, передается, по милости Аллаха, распространяется. Вот на сегодняшний день даже, да, вот забей, я не знаю, в Ютубе, там огромное количество на улицах принимают ислам. Ислам в этом мире распространяется как выпущенная стрела. Альхамдулилля. Для разъяснения людям, неужели вот для людей, да, как будто только эти появились, эти вопросы, которые поднимают, как будто они впервые подняты. Вот ответьте, пожалуйста, на это.
Очень важный вопрос, хорошо, что ты его поднял, так как религия ислам, она не понимается как последняя или молодая религия. Вот это проблема общества в этом. Когда они говорят, что она последняя, самая молодая, мировая, то есть вот эти названия, которые сегодня приделаны для нашей прекрасной великой религии обществом некоторым, это неверное определение. Религия ислам, она не новая, как раз таки она первая религия. Мы говорим, что религия ислам, она даже до сотворения Адама, алейхиссалам, Адама была у ангелов. Ангелы уже были созданы, и они поклонялись Аллаху. Вообще, если взять слово «ислам» арабское и переводить его значение на наш язык или на русский язык, что это означает? Это означает вера Всевышнего и покорность Ему. То есть слово «ислам» именно так и означает. Мы говорим, ангелы верили в Всевышнего? Верили. Были покорны? Да. Значит, у них была религия ислам. Но именно слово «ислам» на арабском почему пришло? Потому что последний пророк был араб. До пророка Мухаммада были также Бану Исраиль, то есть это сыновья Якуба, его называли Исраиль, означает раб Аллаха. То есть сыновья Якуба, и от него идут пророки, которые также, они, естественно, были на религии Всевышнего, но языки были разные. Например, у пророка Иисуса, алейхиссалам, Иса, был древнеарамейский язык, сурьяни называется. У пророка Муса, алейхиссалам, был свой язык, как сегодня говорим, абрами мы говорим, но иврит говорят. Они также говорили, наша религия не ислам на арабском, а на своем языке, как говорили, покорность единому Богу. То есть ла илаха илляллах, нет создателя кроме Аллаха. Не слово именно ислам арабское, так как они не арабы. Например, если у меня на улице спросят верующий, какая у тебя религия? Если я скажу, моя религия – это вера Всевышнего и покорность Ему, даже не используя слово ислам арабский, я сказал, что у меня религия – это религия Всевышнего Создателя, чтобы это было понятно всем слушателям. То есть религия ислам – это не какая-то религия, которая сейчас появилась новая. Да, шариат, законы менялись во все времена, все этапы жизни. То поэтому мы говорим, что религия ислам – это не религия какого-то народа, арабов или евреев, или еще какого-то определенного, и других, для других нет. Религия ислам – это религия всех людей, для всех без исключения, и для всех джиннов тоже. То есть мы говорим, что вера в Бога и покорность Ему, вот это и есть значение слова «ислам» в своем корне. То мы сегодня, эта великая религия, она со времен пророка Адама, алейхиссалам, 124 тысяч пророков, ее сохранили, передали тем людям, которые были в их этап жизни, их временной промежуток, и по сегодняшний день она сохранена, миллиардами людей следуют за этой религией. И когда я говорю «Ла илаха илляллах», что нет Создателя, достойного поклонения, кроме Аллаха, Мухаммад Расулуллах, что Мухаммад его посланник, я сюда подразумеваю Иса, Муса, Ибрахим, Нух, Адам, всех пророков в эту шахаду я включаю. Не только Мухаммада и все. Понимаете, насколько она величественная. И вот эта величественная, идеальная религия Всевышнего, вот такие какие-то мелкие мошки пытаются ее загрязнить какими-то переводами, какими-то там что-то еще событиями, какими-то рассказами, какими-то сказками. Эта величайшая религия, она была сохранена Всевышним и будет сохранена до судного дня. И мы пытаемся быть теми представителями, защитниками этой религии, и поэтому собираемся и рассказываем о ней. Поэтому слова, когда люди собираются и пытаются об этой религии что-то сказать, пусть они понимают, что все пророки – это наши пророки. И чтобы быть верующим во времена пророка Иса, надо было сказать на их языке нет Создателя, кроме единого Бога, Иса его пророк. Во времена пророка Муса на их языке надо было сказать «Ла илаха илляллах, Муса Расулуллах» на их языке. Или на языке понятном, который следовали за пророком Муса. То есть принцип «Ла илаха илляллах» был всегда, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, был всегда. Пророки менялись, последний Мухаммад, алейхиссалату вассалам, и мы, понимая это, последовали за ним не потому, что он араб,
или не потому, что он там еще что-то, какие-то качества выделялись, потому что он действительно пророк и посланник. Вот как ты правильно сказал, эта религия держится на основах, да, шариата, на основах единобожия, что Аллах един. Все пророки, которые посылались, они говорили про ислам. Да, опять же, ты объяснил, что ислам просто арабское слово, они говорили про покорность Аллаху, по единобожие. Шамиль, вот его методология, чтобы люди понимали, какую методику он использует. Вот специально психологические давления, которые он делает. Разъясни, пожалуйста, этот момент. Очень важный момент, так как, без сомнения, он имеет психологический подход к обществу, то есть, как-никак мы можем сказать, что он психолог, именно для общества, на которое он влияет. В каком значении? То есть, он умеет влиять на эмоции и чувства. Мы должны понимать очень важный момент. Сегодня религия ислам – это не эмоции и не чувства. Религия ислам, она подтверждается и свидетельствует истинность ее разум. Здравый, острый ум. Аналитический, рациональный ум. Его методология, его метод – это влиять на чувства и на это самое человеческое эго. То есть он влияет именно на эго, например, кавказцев, на чувства кавказцев, говоря, что вот наши горы, наши традиции, зачем нам арабы, зачем нам то. Это очень сильно психологически он может уколоть или может добраться до чувств человека и повлиять на него. То есть разница методологии ислама – это разум, рациональное мышление, проницательный ум и анализ делать. А его методология – это чувства, это эмоции, это эго. Это мы поняли. Мы говорим, что наша величайшая религия, она, можно сказать, на 3 основах. Это иман. Смотри, как все схвачено. Аллах Всевышний, Он не спошлет религию просто так, как бы на посмешище, или просто так, чтобы люди посмотрели и подумали, а у нас и другой выбор есть. Это идеальная религия. Иман – это вера Всевышнего, и другие столпы мы не будем перечислять. Второй – ислам – это 5 столпов, это уже деяние. То есть это шахада произнести нужно, это 5-кратная молитва, это деяние телом. И третья основа – это что? Это ихсан. Это уже чистосердечное, искреннее, душевное поклонение. То есть человек это делает действительно, основываясь на веру, не забывая веру, и ихсан помогает не забывать веру. Всегда быть осознанности, всегда быть концентрированным, всегда быть пробужденным, помогает ихсан. Значит, есть вера, это внутренний мир, есть ислам, это именно соблюдение действий, это уже внешний мир, внешняя составляющая. И есть ихсан. Ихсан – это уже искреннее поклонение Аллаху, без каких-либо корыстных целей. Значит, эти 3 вопроса он не видит. Далее, просто я приведу несколько примеров культуры, поведения, этикета в исламе. Вот посмотри, что говорит пророк, алейхиссалату вассалам. «Ла ю'мину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи». Это просто золотое правило. Не уверует кто-либо из вас полноценно, пока не пожелает и не полюбит для своего брата то, что желает себе. Или благо для людей то, что желает себе. Представь себе какое-то правило. Это правило он не видит. И таких правил можно проводить сотни и тысячи. Культура, нравственность, духовность. Он что видит? Он берет переводы и достает там, сподвижник где-то что-то подсмотрел. Айша где-то что-то сказала. Где-то кто-то что-то так сделал, и вот ваша религия. Нет. Наша религия – это иман, это ислам, это ихсан. Наша религия – это духовность. Наша религия – это искренность. Наша религия – это желание всем окружающим, без исключения, блага и добра. Даже если это наш враг. Мы обязаны желать ему, чтобы он принял ислам, и чтобы он покаялся, даже если он тот, который убил всю мою семью. Как это случилось с пророком, алейхиссалату вассалам, когда убили его дядю, он не мог сказать, что Вахши не принял ислам. Вахши принял ислам, и он принял его, и простил его, так как аль-исламу яджубба ма кабля, ислам очищает от всего, что было до этого.
То есть вот эти правила он не видит, значит, просто величайшие правила, которые открывают человеческому миру самый высокий пик духовности религии Всевышнего. Это он не видит. Он видит эти мелочи, мелкие моменты. Значит, его методология не видеть вот эту красоту, величия ислама, видеть какие-то мелкие моменты, и то неправильно их толкуя. Почему теперь неправильно их толкует он? Потому что он берет переводы, называя их Сахих Муслим, Сахих Аль-Бухари, Коран. Он берет перевод и берет его без толкования, объяснения ученых, признанных в мировом исламе. То есть сегодня брать буквальный перевод, это может каждый получается. Чем он отличается от других невежд, которые подобны ему? Каждый может забить, каждый может задать в Google или в Яндекс и то же самое достать. Но это недостоверная информация, это недоверенная информация. То есть, во-первых, перевод, и даже если он достанет оригинал, как в одном из выпусков ты говорил, что ему попросили, он достал оригинал на арабском, даже если оригинал, объяснение этого оригинала должен объяснять ученый. Не каждому дано понимание, что здесь, как подразумевается, потому что нужно, чтобы один хадис и второй хадис, они шли в одном ряду, чтобы вот этих противоречий, которые он якобы находит, их не было. Поэтому его методика – это следовать или преподносить нам, следовать он не следует, преподносить нам переводы. Это буквалист. То есть он берет буквальный перевод, не зная ни арабского. Он, якобы, ты сказал, он говорит, что знает Коран наизусть. Как он может знать Коран наизусть, если он даже слово «Бисмилляхи рахмани рахим» неправильно произносит? Ни Корана, ни арабского языка у него нету. Если был бы, он бы зачитывал бы и нам бы растолковывал бы. Он берет переводы. Вот на дискуссиях, да, там якобы кто-то приходит, ему дискуссируют. Почему не могут победить его? Потому что такие же буквалисты и поддаются на эмоции. И сегодня, значит, отличие от него ислам как объясняет? Разум, рациональное мышление. Вообще ученые говорят, что молодежь нужно необходимо учить рациональному, аналитическому мышлению. Это имам Али советовал, радийаллаху анху. Даже когда у него спросили: о имам Али, какое самое большое благо, что может человек получить, он сказал: это ясный разум, острый ум. Представляешь? До знания, он сказал. Почему? Потому что знание иметь просто недостаточно, если у тебя нету острого ума и разума, понимания этих знаний. В первую очередь он поставил разум. Потом можно копить знания, набирать знания и уже понимать. И он сказал: нам нужно учить нашу молодежь аналитическому, рациональному мышлению. Что такое рациональное мышление? Это смотреть на вещь со всех сторон. Не как они просто взял, буквально перевел: вот здесь Айша вот так сказала, вот здесь Умар вот так вот сделал. Нет. Со всех сторон посмотреть сначала на ситуацию, на события, на высказывания, потом аналитически включаешь ум. Это что? Правильный анализ сделать и сделать правильный вывод. У них нету ни рационального, ни аналитического мышления ума. А это ислам приветствует. Это ислам говорит, должно быть. Если у тебя нету света разума, ты не поймешь ни Коран, ни Сунну, ни даже переводы. Поэтому отличие в чем? Он играет на эмоциях, чувствах, на эго. Религия ислам говорит, нужно использовать разум, острый ум. Отличие. Раз. Второе. Он использует буквальные переводы без толкования, объяснения. Даже если это оригинал, мы, например, говорим, Сахих аль-Муслим дал объяснение имам Ан-Навави. В оригинале нужно. И даже слова ученого. Я приведу некоторые примеры, чтобы было понимание, к чему приведет буквальный перевод Корана, Сунны и ученых. Например, Аллах в Коране говорит: «Насуллах фанасияхум». Смотри. Они забыли Всевышнего, если буквально переводить, Аллах забыл их. Но в другом же аяте Аллах говорит: «Вама кана раббука насия». Аллах, ему не присуще забывание. Аллах не забывает. И говорит: «Лайса камithли шей». Нет абсолютно ничего подобного ему. Значит, там слово забывание по отношению к Аллаху. Другое. Мы открываем толкование. Имам, например, Ан-Насафи, имам Табари, Куртуби. Они что говорят? Аллах оставил их без милости. Например, ты не звонишь мне год. Я тебе звоню, говорю: Ахмад, ты что, меня забыл? Ты почему не целый год
на меня не обращаешь внимания. То есть я не говорю, что я из твоей памяти стерся. То есть это слово забывание может прийти в значении забыл. Вообще не обращаешь внимания. А бывает значение, что действительно стерся с памяти. Тут по отношению к Аллаху не имеется в виду, что он забыл, из его знания это ушло. Имеется в виду, оставил их без милости. Пусть смотрят тафсиры. Другой аят. Аллах говорит: «Ванахну акрабу илейхи мин хаблил варид». Я ближе каждому из вас, чем ваша аорта, еременная вена. Но тут же Аллах говорит: «Лайса камитли шей», нет ничего подобного ему. Опять смотрим толкование, не буквалиста этого нашего объекта, и не некоторых там сект, как это делают, буквально переводят и приписывают Аллаху местонахождение. Что здесь имеется в виду? И опять смотрим на Сафи, Куртуби, Табари, известных достоверных переводчиков, толкователей. Что они говорят? Они говорят: Аллах знает о вас больше, чем вы сами о себе. Все. Ага. Quran cho ai ta Allah wo shashi dog sandi cho tsaqalan ba dunya cho shwart na bushi dog do. Суни ца что Вот методика Пармата. Он берет русский перевод, приводит аят на русском языке без разъяснения, без тафсира ученых. Разъяснение тафсир Шамиль привел в первой части подкаста. Теперь смотрим на хадис. Мы приводим хадис, где как раз-таки шиитская группа говорит, что Умар якобы назвал пророка, алейхиссалату вассалам, что он бредит. Известный хадис имама Аль-Бухари, Муслима. И мы опять же берем оригинал, где Умар ибн Хаттаб, когда они зашли, и пророк был уже агонии, то есть тяжело было им переносить болезнь, и сподвижники некоторые попросили, сказали: посланник Аллаха, дай наставление. А мы знаем, что из сунны пророка не нагнетать на того, кто болен. Зиярат как нужно сделать? Пришел, салам, чуть-чуть слова наставления, дуа, ушел. А не так, да еще, требовать, то есть человека еще больше делать тяжесть ему на него, да, утруждать, это не по исламу. И некоторые сказали, то Умар ибн Хаттаб говорит: «Кад галаба алейхи л-ваджа, ва индакум л-Кур'ан, хасбуна китабуллах». Умар говорит: воистину мы видим, что пророку тяжело, усилилась его болезнь, его боль усилилась, у нас есть Кур'ан неспосланный. Будем ориентироваться на Коран и на хадисы пророка, алейхиссалату вассалам. И тут у них пошел спор, и пророк сказал: уходите. То есть они еще и спор там устроили. Понятное дело, что неправильно, перед пророком недостойно устраивать спор и тому подобное. Но они как переводят, шииты, что говорят? Умар сказал: он бредит, он сильно болен, как может пророк бредить? Он бредит, оставьте его. То есть, опять же, если мы смотрим на оригинал и смотрим Ибн Хаджар Аскалани, он дал толкование Амир аль-Му'минин фил хадис. Смотрим на его объяснение. То есть даже если это объяснение, они могут сказать: ну вот же объяснение. Мы смотрим, что объяснение. И даже смотрим на слова ученых, что сказали ученые. Даже некоторый иной раз они даже могут поменять слова ученых. Не то, что Коран и Сунна, ученых. Приведу еще один последний пример про то, что в наше время произошло эта ситуация, это событие, что наши братья видели человека, это в современном наше время произошло, вокруг таваф делал Каабы, то есть обхождение, на шее висела у него мышь мертвая, а в руке был нож. Подошли и сказали, они сначала думали, что сошел с ума, сказали: ты что делаешь? Он говорит: я взял и выполняю сунну, что вот повесить мышь на шею и взять нож в руку, это является сунна. Они сказали: покажи, где. Он открыл им книгу по фикху без харакатов и точек. И там написано: «Юсанну ан ютаф хауля аль-Кааба», то есть является сунной обходить Каабу биль-кари вас-сакина, спокойствием и возвеличивая ее. Это сунна. Вот ты идешь, ты спокоен, это сакина. И аль-кар — это возвеличивая. Вот так: Аллаху Акбар, как прекрасно. Это сунна. А он как прочитал, из-за того, что нету точек и харакатов: биль-фари вас-сикинихи. Мышкой, фар — это мышка, мышкой и своим ножом. И он гордо шел, висит у него мертвая мышь, в руке нож. Смотри, это арабский текст, прочитал араб. И он понял, что сунна является из-за своего невежества повесить мышь
на шею и взять нож. Как настолько нужно тонко подходить к религии, что даже эти вопросы, а этот что делает? Достает перевод с Яндекса, с Гугла и доказывает нам нашу великую религию. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Маракалла, Шамиль, я и говорю, мы раньше говорили, что его религия – это Яндекс и Google, который он берет всю информацию, перемешку. Опять же, ты очень правильно заметил. Также, уважаемые братья и сестры, а также последователи Пармата, полноценный ответ вам, наглядные примеры из Корана и не из Корана, как бывает, да, когда люди буквально понимают и как должны понимать. Поэтому этот человек, как ты сказал, Шамиль, берет буквальные, да, то переводы и вообще комментарии ученых, он не смотрит, он не берет их. Да, и приводит какие-то истории так же, как будто это религия. Шамиль, было много комментариев, которые люди писали. Следующий вопрос там был: почему вы не уходите с ним на диспут, не делаете с ним дискуссию? Да, очень важный вопрос. Мне передавали, что там сотни комментариев пишут, почему не дискуссируете и тому подобное. Нужно понимать один очень важный момент. Что такое дискуссия? Для начала объясним. Дискуссия – это является одной из эффективных технологий группового взаимодействия, групп каких-либо. Для чего? Для чего? Она нацелена на коллективный обмен мнениями, вариантов решений, идей и тому подобное. В нашем случае дискуссия нужна для того, чтобы утвердить истину и правду. То, когда идет дискуссия, две стороны должны быть научно подготовлены, должны иметь какую-то основу. Мы и он. Если мы имеем основу, и он какую-то свою основу имеет, например, какое-то у него писание есть, какие-то есть законы, какие-то есть правила, тогда да. И там есть регламент. В каждой дискуссии обязательно есть регламент. Что такое? Это правило. У тебя 5 минут, у меня 5 минут. Я задаю вопрос, ты отвечаешь, ты задаешь вопрос, я отвечаю. Не выходим за рамки его. Они разве это соблюдают? Посмотри на дискуссии, которые с ним ведутся и к чему они приводят. Якобы он их побеждает, и человек остается уже в таком положении, что не может ничего ответить, так как он закидывает его вопросами, приводит ему якобы источники, которые мы сказали, не имеющие никакого основания, и не называющимися ни Сахих аль-Бухари, ни Сахих Муслим. То есть перевод мы не называем даже. Вот, например, здесь взять перевод Кулиева, мы не называем это Кораном. Коран на арабском языке. Мы не называем Сахих Муслим перевод его. Это не Сахих Муслим. Сахих Муслим оригинал на арабском языке. Пророк не говорил на русском, на японском, на арабском языке. Он говорит, вот в вашем Сахихе Муслиме. Нет, это в твоем переводе. Это не Сахих Муслим. Это твой перевод. Это твой буквальный перевод, который ты приводишь. И даже если ты приводишь объяснение, мы это уже объяснили. Поэтому дискуссировать с таким человеком, это не имеет никакого основания. Как сказал имам Аш-Шафи, рахимахуллах, и также имам Аль-Газали, рахимахуллах, оба они говорили, я много дискуссировал с знающими и всегда побеждал. И много было моментов, невежды попадались. И никогда не побеждал, проигрывал всегда. Когда перед тобой невежда, с ним что-то объяснять и толковать, это не имеет никакого основания. Как Абу Ханифа, рахимахуллах, сказал, в один день я давал в мечети знания своим ученикам. И, как известно, из культуры мусульман учителя садиться, подвернув ноги под себя, и садиться на них, и давать знания в таком виде. И он давал знания, естественно, урок, когда закончился, они вышли. Когда человек сидит 2 часа, 3 часа на коленях, например, они затекают, кровь не поступает, и нужно немножко... И он их выпрямил и отдыхал. Зашел человек, на вид ученый, чалма, длинные, красивые борода, волосы, все при нем. Он зашел, подходит, Абу Ханифа, конечно же, поздоровался с уважением и опять говорит, да, опять заправлю, некрасиво будет перед ним сидеть, выпрямив ноги вперед. Тот подошел и говорит, у меня есть некоторые вопросы, слышу, что вы ученый, да, пожалуйста. Он задает вопрос, когда заканчивается время асра и начинается время магриба, то есть после полуденного намаза, асра, и когда начинается вечерний, он говорит, заходом солнца, как только исчезает диск солнца, начинается магриб и заканчивается аср. Тогда тот говорит, а если солнце остановилось и не зайдет? Тогда Абу Ханифа говорит, пора выпрямлять ноги.
Поэтому он, то есть с такими людьми уже сидеть, он может придумать что угодно. А если взорвется солнце? А если напополам разделится солнце? А если тебе на голову упадет солнце? Это что такое? Это же является глупостью, это невежество. Придумывать вопросы можно, как мы говорили, сотни и сотни. То есть с таким человеком садиться и дискуссировать, это бессмыслица. С ним не получится научная дискуссия. А как, что у них получается? Вот это они называют дискуссия? Нет, это называется базарная болтовня. То есть они перекидываются, начинают срамить друг друга, начинают оскорблять друг друга, переходят на личность. И это они называют дискуссией. Это называют они культурой. Хотя это для них и, может быть, и является культурой. Шамиль, как раз наглядный пример я хочу, чтобы наши зрители, слушатели послушали один из моментов, как он не дает своему оппоненту говорить, перебивает, не соблюдая правила дискуссии. Ой, договориться, один отец вопрос дается, да, накидывать, да, царешь вы, ока, Вот солнце, а вопрос, هر وحي شاع просто يقي مال يلغى يقي مال يلغى Хансахта лама дюрия, гаски муатта, даешет цахауш, а ешчуг лама дюганеяс, суалита. Как мы вот услышали, да, вот наглядный пример, о чем с ним говорить, как с ним говорить, имеется в виду, если человек не соблюдает никакие рамки, ни правила, перебивает, не дает говорить и так далее. Для тех людей, которые ищут ответы на вопросы, которые ищут истину, на этом канале, иншаллах, он может посмотреть и найти для себя ответы. Итак, следующий момент, Шамиль, в первую очередь мусульмане, и потом мы чеченцы. Вот Нохчалла, когда он приводит, делает акцент на Нохчалла, мы с тобой знаем прекрасно, любой чеченец, который не отошел от понимания Нохчалла, да, от истинного понимания Нохчалла, не отошел, он знает, что есть соблюдение этикета культуры общения. Общение с женщиной, общение с мужчиной, и это в первую очередь есть и религия ислам. И, соответственно, религия ислам и Нохчалла, они вместе. И поэтому, Шамиль, разъясни, пожалуйста, почему я это привел, это очень важный момент, потому что он-то себе позволяет распускать грязный свой язык, понимаешь, в отношении оскорбления ислама, в отношении оскорбления мусульман. То есть, лишь бред юк нас мансо, юга шей, мухлеват, да шей, нитан, открытый дверь юкас. А бред бог, шкамел, шмади, ас адештал камел, издеваться, цадон. Уж лия, должничба. Сонде, цун цабе, царал цанальоч. Шара, шос до деч бем, люча лоч, короче. Потом он приводит тексты, которые на общество чеченцы, да, из своей культуры не делают на это акцент, то есть соблюдают рамки правила поведения. Разъясни, пожалуйста, это. Без сомнения, этикет и культура в исламе на высочайшем уровне, так как это религия Аллаха Всевышнего. И, конечно же, Аллах Всевышний пророку, алейхиссалату вассалам, повелел и дал знать, аста'иду билля, ва иннака ля аля хулукин азим, ты на величайшей культуре и нравственности, этикете. То есть пророк, алейхиссалату вассалам, в отношении женщин, у него было особенное отношение. Есть хадис, где пророк говорит, что самое лучшее место для поклонения женщины – это самая укромная дальняя комната в ее доме. Этикет передачи знаний. Почему мы говорили на том подкасте, пророк брал много жен для того, чтобы они распространялись среди женщин. Есть такие личные вопросы, интимные вопросы, которые женщина у мужчины спросить, это будет не из этикета напрямую спрашивать эти вопросы. Будет иной раз, если нету других женщин, надо спросить, но опять же ради маслаха, ради пользы мусульман, для того, чтобы познать. Но пророк, алейхиссалату вассалам, он обучал своих жен, они передавали женщинам вопросы, например, которых не дозволяется женщине молиться, поститься. Эти подробности женщина лучше объяснит. То у этого человека, объекта нашего общения, нету никакого этикета. Он все себе позволяет. При этом он говорит, что он нохчи. У нас, у нохчи как раз таки, это еще сильнее укреплено и еще глубже. То есть мы настолько уже иной раз пытаемся подобрать слово
этикет красоты речи, чтобы мы понимаем, что нас с тобой увидят наши родственники, наши знакомые, наши соседи, может быть, и родители, то мы пытаемся подобрать максимально культурное слово, чтобы донести до него смысл, но опять же, чтобы слово не выражало бескультурье, то есть максимально. Он себе позволяет все, что угодно. Любые слова, брань и тому подобное на личность переходят, и переходят на личность и пророка, алейхиссалату вассалам, и сподвижника, которые ушли из жизни. Настолько они соблюдали вот эту дистанцию между ученым, женщиной и тому подобное. А посмотри на этих людей сегодня. Уселись в Европе, где-то скрываются, сидят, позволяют все, что себе позволяют, и называют себя нохчал, называют себя еще верующими, деистами и тому подобное. Валяяду биллях. Баракаллах, Шамиль, ты очень правильно подметил, что эти больные люди, предводитель в частности, распускает, опять же, язык, и почему-то их последователи, я не видел, что в сотне комментариев, почему ты оскорбляешь ислам, почему ты оскорбляешь мусульман, не пишут ему. Как ты сказал, вот недавно, при разъяснении дискуссию, чтобы делать человеком, вот чего он преследует, какая у него цель, есть у него книга, чему он призывает, что он предлагает людям. Да. Шамиль, я хочу сейчас разъяснить людям, показать, какую книгу он предлагает. Мне один из наших братьев, который посмотрел подкаст, прислал. Я даже, честно сказать, не знал, что это есть, оказывается, было. Прислал вы знали, чтобы он вам предлагает оставить ислам и последовать сказке. Реально этот человек говорит, что вы должны следовать сказке. Почему? Потому что Пармат, который он себя величит вот так, скобка говоря, Пармат, это персонаж из сказки. Прометей, например, у греков и так далее. Представь, это сказка, которая в Чечне, чеченский сборник сказок, и она там приводится. Можете проверить, она есть. Она там приводится. Этот человек прочитал сказку и сказал, говорит людям, я Пармат, давайте следуйте и так далее. То есть он предлагает, как книгу свою священную, сказки чеченцам. Оставить устои, оставить то, что их деды, отцы, матеря были на истинной религии, это все оставить, сказать им, что вы похоронили, это тоже неправильно похоронили, то, что вы отдавали своих сестер, детей, жены, тоже неправильно вы никах делали, они уже тоже не считаются, и не поведете вы в рай. Он предлагает сказку. Шамиль, мы на прошлом подкасте тоже, кстати, уважаемые братья и сестры, и люди, которые зашли, посмотрели этот подкаст, пожалуйста, переходите в первую часть, смотрите первый подкаст, который мы записали с Шамилем, там тоже есть много моментов, и на те вопросы, которые он не ответил, тоже посмотрите, там есть разъяснение. Так вот, в этом подкасте, в первом, Шамиль, мы говорили про внешность этого человека, вот он говорит, что он представитель Нохчалла и так далее. У меня к тебе следующий вопрос. В одном из его эфиров я слышал, как он, представь себе, я тебе сейчас дам такую информацию, может, ты тоже удивишься. Он знает, что говорит? Он говорит, что он чтит традиции чеченцев, язычников. Он прямо заявляет вот так, что чеченцы поклонялись солнцу, Малх, он говорит Малх, и у нас был праздник. И он говорит, что он отмечает этот праздник в честь того, что он следует отцам своим. А потом он заявляет, что он не язычник. Но разве это не язычество чтить традиции, отмечать солнце и так далее? Это язычество. Я поставлю вам это видео. Старый Диндуй, Малхан, Малх Обалбар, Мархан, Баркал Элла. И Малх из знак и крест занял вайол, знак ногчищи. От цивилизации хилар бух будет. Сундера и бух биться байта в традиционном плане именно праздник хули, кихули. Лил доказы, но не то, что Малх делу действительно бош, не ищет, а чисто сей вархадейшк ларам бош цер хум дитца далит цер бух даца байли. Язычника в традиционном плане. Если спросить у него, кого ты считаешь сильнее чеченцев, тебя, которого ты сегодня себя считаешь, хотя мы тебя не считаем, или же тех предков, которые дедов были до нас. Естественно, он, если скажет, я
представитель, вот такие были чеченцы, весь мир будет смеяться. Он скажет, конечно же, они были представителями. То неужели со времен шейха Берса, со времен шейха Мансура по сегодняшний день мы эту религию приняли и соблюдаем ее и будем соблюдать? И этот народ, он до конца судного дня, до конца света будет на этой религии. Это доказательство также того, что он никакого отношения не имеет ни к религии ислам, ни к чеченцам. Да, он абсолютно, ты правильно говоришь, он предатель своего народа, и, соответственно, как мы уже раньше говорили, чеченцы отказываются от таких людей, официально отказываются, говорят, что все, этот человек выведен из нашего народа, не называйте его чеченцем. Это наш адат, это наш закон. У меня один вопрос именно к его последователям. Я часто видел некоторые комментарии, да, не так много, но были они все-таки, да, на чеченском, Онах, Пармат и так далее. Представь себе, Аллаху Акбар. Нашли вы, конечно, Онага, я вам скажу. У меня вопрос. Вот кроме Пармата, для вас Онах, все, есть ли кто-нибудь еще? Вопрос. Среди чеченцев имеется в виду. Назовите одно имя чеченца, который является для вас Онах. Поэтому мне интересно, кто? Ждем. Эти последователи сказочника решили, так сказать, взять числом. У них очень слаженная команда, они работают, я говорю тебе, как одна система, именно, да, в направлении религии, именно против нашего народа, чтобы разрушить устои, чтобы увести, да, это понимание истинности, вывести из света к мраку. Ислам, наоборот, это вывести из мрака к свету. А цель Пармата – это вывести из света к мраку. Так вот, Шамиль, есть такие однотипные комментарии, как будто по заказу пишут, да, где разоблачение, такие смайлики идут, где разоблачение. И ты видишь, что это как будто одна структура работает, и ты видишь, как будто заказные комментарии. Я думаю, что даже многие даже не включили, плей не нажали даже, а просто пишут, вот, да, чтобы вот количеством взять. Тот человек, который следует истине, да, ему истина важна, и он знает эту истину. То есть я хочу сказать, что комментариями вы его не возьмете и так далее. Почему я его назвал недочеловеком? Он сам там обижается, сейчас будет ставка, где он обижается на это слово. Недочеловеки, короче, почему я недочеловек, непонятно. Смотрите, я говорю, мы мусульмане, альхамдулилля, мы говорим, что в первую очередь наш отец, праотец, да, это человек, пророк Адам, алейхиссалям, мы от него. Есть вот люди, которые утверждают, что у нас есть отец, это как обезьяна, или что общий предок с людьми, с обезьянами, это один, то есть родственники. Поэтому, а этот человек представитель именно вот этих людей. Я и говорю, этот сказочник следует этому, соответственно, я его назвал недочеловеком. Понимаете? Чтобы вы понимали, даже с бананой у нас есть ДНК сходство. Мы что будем, скажем, что бананы, что ли? Ну, это же абсурд. Понимаете? Вот разница. Человеки, люди и недочеловеки, которые говорят, что обезьяна наша родственница, или говорят, что обезьяна наш отец. Понимаете? Субханаллах, но берет нас Аллах от этого. Вот две линии. Я это объяснил. Итак, внимание на экран, где он говорит не то, что обезьяна, потом недорталец, там человек, а то собака и так далее. То есть, в общем, сами послушайте этот бред. Мысль, это только что. Ее еще биология. Вот только. Главное, не в этом. İşte подпозвоночник хыла. Юктуна атачарсан, иштум хылаю, чахлаю, чаджим, латти бяла, короче. Уже с землей смешался. То есть, вот латтичур, элемент шум шатевозу, ювалинцуа. Одним словом, что цицк жалом, хуш, обезьян, хуш, и все. Неандерталец, и потом человек. Все, Бог создал человека, и потом, так, одним словом, обезьян, халатуна, адам неандерталец, халатуна, адам хала, ялда дели чахдала, шадек калан, адам калан, и вела шитронт и даво. И все, надо и лока. Собаку гаешь, ватсамас, хутваиц, нагасай мнение еще. Просто свое мнение, свое видение. И, конечно, Шамиль, я хочу обратиться к последователям сказочника. О лицемеры. Почему я вас назвал лицемерами? Потому что, когда я сказал недочеловек или больной, это цветочки по сравнению с тем, что говорит ваш предводитель.
распуская свой грязный язык, оскорбляет ислам, оскорбляет мусульман. И вы не оставляйте сотни комментариев, не пишите: остановись, что ты делаешь, оставь ислам, оставь мусульман, не оскорбляй, не оскорбляй. Вы не пишете этого, несмотря на то, что он позволяет себе уже настолько грязь по сравнению с тем, что я говорю. Соответственно, я также жду от вас комментарии, я буду следить, чтобы вы зашли и оставили своему предводителю комментарий, сказали: мы его упрекнули в том, что он назвал тебя больным или там недочеловеком и так далее. А вот ты себе позволяешь еще хуже, поэтому перестань, я буду ждать. Шамиль, насчет дарвинизма, насчет того, что он говорит, что обезьяна, потом израстает человек и так далее. Вот что ты скажешь? Да, хочу тоже добавить насчет комментариев, как-то и подчеркнул, это без сомнения команда, потому что это организованная, наверняка проплаченная, целенаправленно против религии ислам и чеченского народа. И эти комментарии они однотипные, и они хотят взять именно количеством. Когда сотни комментариев пишут: вы ничего не доказали, вы тому, почему на дискуссии не выходите, у вас только одни оскорбления. Чтобы мы понимали, мы в современном мире живем, образованные тоже. Человек может сделать себе 10-20 аккаунтов и писать с каждого по очереди. Это раз. Есть даже такие приложения, которые проплачиваются и работают, сами пишут комментарии, заказные. То есть ты оставляешь на сутки, завтра просыпаешься, там 1000 комментариев. Это всем известно, этот ход. И они хотят показать, что якобы у него большая команда, у него много последователей. Так вот, мы говорим: мы здесь, вы нас видите. Мы у себя на родине, в Чечне, в Грозном, здесь находимся. И все поддерживают живые, реальные люди, а ваши виртуальные воины, которые сидят и не показывают себя. Поэтому я говорю, покажите хотя бы 10 человек, достойных чеченцев, мощных, которые знают свои устои, хотя бы знают Нохчал. И они вышли и сказали: вот он наш объект, вот он наш Пхармат, мы его поддерживаем, он наш лидер. Такого не найдем мы. А то, что они сидят там, пишут, и их не видно, и мы видим только этот объект нашего общения, это разумный человек должен понимать, что это виртуальные войны. Сидят у себя там где-то в Европе, где-то еще на диванах и печатают. Это мы поняли. Насчет дарвинизма. Дарвинизм, мы должны понимать, что в нашем современном мире даже не только ислам, вообще уже разум доказал, и наука доказала, что это уже проваленная теория, она уже давно разрушена, даже в школах ее не преподают. То, что он говорил, сначала была какая-то там амеба, потом из амебы там червя, из червя, потом еще и пошел рыба, там обезьян, и сейчас человек, то он говорит, что якобы сейчас мы дошли до пика, человек уже дальше нету развития. А куда тогда деть обезьян нынешних? Сегодня пойти в зоопарк, есть виды новых обезьян, но новых людей нету. А почему тогда эти обезьяны остановились развиваться? А до нас дошло, мы вот сейчас все люди, а эти обезьяны, эти черви, эти рыбы, почему они продолжают? И разные есть виды рыб, разные есть виды червей. Вот такую маленькую обезьянку я видел, я удивлен был, что есть такие, вот с такими огромными глазами. Что это обезьянки делать? Когда превращаться, и как они говорят, человека. Настолько быть глупым, настолько быть униженным. Это давно уже, даже говорят, Дарвин сам не признавал, просто он как теорию закинул ее, и сегодня пытались навязать, не получилось. А этот человек, я был удивлен, когда ты мне показал, что он в эфире говорит, что я вот считаю, я сделал такой вывод. Он, оказывается, последователь Дарвина и считает, что он ученик Дарвина. Удивительно. То есть сегодня доказательство, что люди – это люди, обезьяны – это обезьяны. Если бы хотя бы обезьяна, хорошо, она внешне не перешла, но хотя бы разум должна иметь. Если бы собака и обезьяна были наравне с людьми, то у них был бы разум, то они тоже бы пришли бы в пиджаке, с галстуком, с нами общались бы, открывали бы свои фирмы, работали бы. Но почему они до сих пор в джунглях? Настолько это неразумно, настолько это не имеет основания, это просто смешно, ужас. Так как у нас время ограничено, и длинные эфиры делать тоже, да, людям тоже устают люди, давай мы с тобой, иншаллах, еще раз встретимся, еще подкасты будем делать, и я хотел бы, чтобы ты в завершении сделал обращение ко всем мусульманам, и в частности к чеченскому народу, потому что он делает акцент именно на наш народ тоже.
Ты упомянул насчет следующих подкастов отдельные вопросы про женитьбу пророка, алейхиссалату вассалям, на Айши. Это все подготовлено есть, просто время ограничено, и пусть возрадуются мусульмане и успокоятся, что настолько они услышат объяснение прекрасное, насколько был прекрасен пророк, насколько была прекрасна Айша, радийаллаху анху, алейхиссалату вассалям, и насколько прекрасен ислам, пусть ждут и ожидают. Эти эфиры мы скоро выпустим. На все вопросы, такие самые болезненные, которые сегодня нам пишут в комментариях, пишут за границей, переживают, это все есть, утверждено, объяснение есть. Насчет, что можем посоветовать? Имам Али, радийаллаху анху, один, опять же, из величайших сподвижников, ученых нашей уммы, он сказал, что я вижу подразделение людей на 3 категории. Первая категория – это аль-алим, ар-раббани, или муршид, это человек, который является религиозным, является духовным воспитанником, воспитателем и воспитанником того, кто был до него. То есть это тот, который духовный наставник, тот, который ведет людей по истинному пути. Это первая категория, это, естественно, пророки, аулия, ученые. Вторая категория, он говорит, аль-мутааллим, то есть это человек, который следует за этими учеными, за пророками, за аулия. То есть нужно за кем-то следовать, нужно спрашивать у знающего для того, чтобы понять истину и правду. А третья категория, он говорит, хамадж ра'a. Это, говорит, люди, которые скверн, отбросы общества, которые следуют ямилюна или акулли рих, куда ветер, туда и они. За каждым собачьим воем, за каждым ишачьим звуком они следуют, тут услышал, побежал, тут туда побежал, сюда ветер подул, туда он побежал. Это третья категория. И вот эти люди, они как раз таки из этой категории, где услышат, туда и бегут. Чтобы таким не быть, что нужно делать? Надо быть, опять же, развивать рациональный аналитический ум. Я призываю взрослых обучать своих детей думать, размышлять логически, рационально, чтобы они заостряли свой разум и ум, не на чувствах, на эмоциях действовали. Если они это получат, они будут следовать, естественно, будут уметь анализировать и делать правильные рациональные выводы, аналитические выводы, где истина, где нет. Поэтому совет такой, естественно, развивать умственные способности людей. Именно акцент делать на то, чтобы они развивались, читали, развивались, полезное, естественно, доверенное, которому можно доверять, литературу, художественную или научное. Но основа всего этого должна быть религия, религиозные знания. Поэтому я призываю молодежь к рациональному и аналитическому правильному мышлению, развитию своего ума. Баракаллах, Шамиль, да воздаст тебе Аллах благом. Я очень благодарен тебе, то, что ты снова с нами пришел на подкаст. Иншаллах, еще раз увидимся на следующем подкасте, если Аллах даст нам разрешение. Да, Аллах. Баракаллаху фикум, да, ты обещаешь. В итоге обращаюсь к вам, к нашим слушателям. Вы понимаете, к чему они нас призывают? Отречься от Корана, от намаза, от нашей религии, от истории чеченцев, от наших героев исламских, от наших могил, отречься от великих ученых, шейхов, чеченцев, которые жили и погибали, умирали за эту религию. Понимаете, к чему они нас призывают? По-ихнему, они тоже заблудшие, они тоже навязывали и обманывали людей. Вопрос, как мы должны жить по-ихнему? Как хоронить? Как выдавать замуж? Как жениться? По каким законам? Как молиться и кому? Камням? И что после смерти? Где его предложения, где его ответы на эти вопросы? Что он предлагает нам? Он и его команда. И вам не кажется, что мы это уже слышали, что нам про это говорили, например, при коммунизме? Дорогие, уважаемые братья и сестры чеченцы, чеченский народ, они призывают вас оставить великое наследие, потому что сами оставили его и сами пошли в мрак, выйдя из света. Они оставили величие этого народа. Призывая нас к такому образу жизни, они сами так и живут. Без веры
и Родины, без священной памяти и нашего великого наследия. Они превратились в ничто, и нас призывают к этому.